Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. С кем будет встреча? Кто этот человек? Как его зовут? Ну и что за встреча у вас произойдет? Какого характера? Какого значения? Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте 2-3 дня. Пожалуйста, загадывайте хотя бы более-менее оптимальный. Там 10 дней, 15 дней. Ну и не надо загадывать там на несколько лет. Тоже это неправильно. Загадайте нормальный оптимальный срок и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, с кем же будет у вас встреча? Здесь у вас однозначно будет встреча с человеком на букву А. Это может быть как и имя, которое используется в вашей стране, в ваших широтах. И также может быть иностранное имя, вот как бы, да, кириллица либо латиница, буква А идет. Здесь встреча будет непростая. Здесь человек на букву А будет вами крайне заинтересован. Заинтересован и вами, и встречей с вами, и разговором с вами. Надо поговорить, надо увидеться. И этот человек на букву А будет прилагать просто максимальные усилия для того, чтобы встреча состоялась, для того, чтобы разговор состоялся. На этой встрече вы для себя что-то узнаете совершенно новое и шокирующее. Не пугайтесь, не пугайтесь. Это все идет в хорошем положительном значении. Вы все разные. У кого-то отыграется, что человек сообщит вам очень приятные новости. У кого-то отыграется, что человек вам признается в любви, сделает предложение. Может быть, какие-то объяснения любовного характера произойдут. В любом случае, очень позитивная встреча. Шок ваш очень быстро пройдет и сменится большой-большой радостью. Радостью, удовольствием, ну и позитивным таким добрым настроением. Человек на букву А. Имя как латиницей, так и кириллицей отыграется. Так, еще есть человек на букву О. Этот человек, наоборот, как-то от вас, ну, я не знаю, ускользает, убегает. Тут уже вы как будто бы за этим человеком охотитесь. Вы таки этого человека достанете, да, найдете, вытащите, да? И, может быть, у вас претензии к этому человеку. Может быть, нужно будет с чем-то разобраться, что-то прояснить, выяснить, да? Навести, как говорится, мосты. Значит, мои хорошие, главное, не сдавайтесь, не сдавайтесь, приложите максимум усилий, и человека вы этого найдете. И разговор у вас состоится. Этот разговор важен, нужен, просто необходим, жизненно необходим. Когда этот разговор будет в процессе, вы поймете, о чем я говорю. Всплывут какие-то, ну, такие факты, информация, которая вам как воздух нужна. Либо, опираясь на эти факты, на эту информацию, вы можете действительно принять очень хорошие, правильные решения для себя. Либо помочь себе, либо близкому человеку в сложной ситуации. Надо этого человека найти, выловить и поговорить. Я не могу сказать, по какой причине этот человек от вас скрывается, либо убегает от вас. Может быть, в принципе, да, там человек очень занят, какой-то образ жизни ведет. Но в ваших руках, как говорится, ваше счастье. Ищите, кто ищет, тот найдет. И разговаривайте. И внимательно слушайте этого человека. Очень важная информация. Очень важные факты, очень важная, не знаю, там, правда, да, всплывет. Так, дальше идем. Буква Н у вас вышла. Но буква Н, она такая, знаете, как будто бы нож за спиной держит. Явно человек, да еще с маленькой буквы показали, да? Человек явно что-то против вас имеет, либо затевает, либо человек агрессивно настроен в вашу сторону, негативно настроен в вашу сторону. Здесь скорее как
какой-то элемент неожиданности, да, как из-за угла этот человек на вас выпрыгивает и говорит, да, там, кошелек или жизнь, да, с этим ножом. Ну, это я так утрирую. Но вы меня поняли, встреча будет спонтанная для вас, встреча будет очень резкая. И вот с первых слов человек вас чем-то прям шокирует. Значит, теряться не надо. Всегда оставайтесь при таком, знаете, жестком самообладании. Не дайте себя застать врасплох, потому что от этого все зависит. Если человек вас вот прям, да, наскоком взял, грубо говоря, да, вы можете растеряться очень сильно и допустить какие-то очень серьезные роковые ошибки. Если же вы в себе уверены, если же вы сумеете сохранить это самообладание, то вы успеете вот этот щит перед собой выставить, да, и себя защитить. Человек с маленькой буквы, то есть человек явно слабее, чем вы. Либо человеку на самом деле нечего вам противопоставить. Единственное, что вот этот элемент неожиданности может сослужить свою службу. Готовьте себя, настраивайте себя, вот что бы ни случилось, как бы ни случилось. Я сильнее всех, да, либо я правее всех, либо я должна себя защитить. И что бы ни случилось, что бы вы не услышали, не увидели, защищайтесь, боритесь до последнего. Так, в следующем моменте у вас выходит большой знак вопроса, какой-то аноним. Аноним, человек, который скрывает свое имя. Видите, в правой стороне большой знак вопроса. Человек инкогнито будет вам помогать. Именно помогать. Вот вы чувствуете, либо вы понимаете, что да, кто-то вам помогает. Либо вы конкретно уже что-то получите, вы будете говорить, а ну а кто это? А кто мне помог? Как этого человека зовут? А вам скажут, а мы не знаем, а это инкогнито, а это человек сохранил свою анонимность. И прям будете ходить, голову ломать. Но вам идет помощь. Именно помощь идет от человека, который не называет свое имя. С правой стороны помощь идет очень хорошая, приличная, и вам будет очень-очень приятно. Кто этот аноним, к сожалению, в ближайшее время вы не узнаете. В тот срок, который вы загадали, вы, к сожалению, не узнаете. Но помощь вы 100% от анонима вы получите. И эта помощь, она как, знаете, кстати идет, в руки прям к вам идет. Закроет какие-то ваши потребности, и прям будет очень приятно вам. Так, дальше. Человек на букву В с левой стороны страдает. Страдает по вам, страдает без вас. Либо здесь какое-то неразделенное чувство, ну, любви, например, страсти, либо чувство, которое было утеряно. Например, вы этим чувством обладали, но какое-то время просто это чувство, оно обесценилось, и вы от него отказались. А вот этот человек на букву В теперь ходит, локти себе кусает, страдает по вам. Человек будет пытаться попасться вам на глаза, человек будет пытаться с вами поговорить. Но опять же, вы все разные. Кому-то вот лично будет приходить, а кому-то будет там названивать, написывать. Но я вижу, что вы наотрез не хотите этого человека, вообще не воспринимаете, у вас на этого человека какой-то рефлекс, типа рвотного, например. Не подпустите, не позволите даже слова сказать свой адрес. А человек будет пытаться, человек будет очень настойчиво прорываться, но вы не пустите. Здесь мне больше идет как какой-то бывший либо несостоявшийся. Да, может быть, у мужчины был шанс, то есть вы были готовы ближе познакомиться, либо там, сойтись, либо уже как семью создавать. И человек вот прям свинтил, да, в другом направлении. А теперь прошло время, человек понимает, что, я же любил, да, либо как я так мог упустить эту женщину, да, и начинает вот, давай вернемся, давай попробуем еще, дай мне еще один шанс. А вы такая уже говорите, нет, дружочек, все, твой поезд ушел, давай, пока. Стой дальше на перроне, жди новый. Либо человек, например, действительно был рядом с вами, у вас там все было, и все было замечательно, ну, на ваш взгляд. Потом оказалось, что человек, ну, например, там, моряк, да, и отправился к другой гавани. Это было обидно, это было предательство. У этого человека просто с кровью вырвали из своего сердца. И не простите ни под каким предлогом. А человек теперь пытается вернуться. Ну, не будем тормошить прошлое, да, и тем более, если оно болезненное было, зачем, к чему это? Вижу, что будет пытаться. Вы не дадите возможности быть с вами рядом. Так, дальше. Человек на букву С. Вас будет очень радовать и веселить.
Уж не знаю, что это за артист такой, что это за комик, но будет очень весело. Будете смеяться так, что у вас будут и щеки болеть, и живот болеть, и слезы из глаз именно вот от смеха. Да? Прям настолько вас потешит, настолько развеселит, вот прям настроение вам очень поднимет. Положительный человек, положительный. Мне вообще кажется, что это прям как близко-близко к вам этот человек. Может быть, работаете вы вместе, либо по соседству живете, либо какое-то знакомство у вас с этим человеком состоится. И он прямо просто вас так берет под руку, и все. И начинается шоу. Очень веселое, очень интересное и забавное. Не могу сказать мотивов этого человека, но вам будет очень хорошо рядом с этим человеком в то время, которое вы проведете. Так, в следующем моменте человек на букву «Р» вышел. Человек на букву «Р» с каким-то очень крутым предложением идет. Предлагает. Человеку вы очень как интересны, человек у вас заинтересован, но человек какой-то, не могу сказать, что он хитрый, скорее расчетливый. Да? И он думает, ага, буду пробовать с нижней планочки, да, с нижнего отметочки, с нижней. И в процессе, да, я буду повышать ставки. Значит, девочки, женщины, мои хорошие, мужчины, если меня смотрят, если вам человек на букву «Р» что-то будет предлагать, не стесняйтесь, торгуйтесь. Торгуйтесь до последнего. Этот человек очень в вас заинтересован. Просто, кроме вас, никого не видит, только ваша кандидатура. Человек такой, знаете, приземленный, прижимистый, поэтому надо торговаться. И чем отчаяннее вы будете торговаться, тем больше вы себе наторгуете. Вот. Не надо этого стесняться и знайте себе цену, как говорится. Оцените себя по достоинству, по справедливости. Так, дальше идем. Так, еще вышла женщина. Ну, тут либо буква «Л», либо буква «А», но это точно женщина. С какими-то нравоучениями, с поучениями, нравоучениями. Как, знаете, такая строгая типа учительница, но она вовсе не учительница. Она такая задиристая и самовлюбленная личность. Почему-то вы, по какой-то причине вы просто вынуждены с ней общаться. Вам это очень неприятно, но вот как никуда не деться. Несколько раз она будет приходить и промывать вам мозги. Несколько раз. Либо по телефону, либо лично. Так и так может отыграться. Я вас умоляю, не спорьте с ней. Если она всякую ересь говорит, просто выслушайте, кивните головой, идите своей дорогой. Если вы начнете с ней спорить, Боже, это никогда не закончится. Она вас не оставит в покое. Она будет ходить к вам как на работу, либо звонить вам, да, вот с постоянной регулярностью. И одно и то же по 100 тысяч раз вам говорить. Вот одно и то же неприятное по 100 тысяч раз говорить. Лучше уже один раз перетерпеть, головой кивнуть и дальше пойти. Вот у нее какой-то пунктик, типа я вся правильная, я лучше всех знаю, типа я всех должна учить. А вы почему-то вот в ее руках как будто бы, да, вы ничего ей не можете противопоставить. А если вы это делаете, то она с вас, как говорится, с живой не слазит. Поэтому имейте это в виду. С ней нужна какая-то другая тактика поведения. Вот ее уже не переделать, она навсегда останется такой. А вы можете приспособиться. Поэтому найдите такой метод, способ, как ее можно выслушать, не сойти с ума, да, и не поспорить с ней. Поверьте, это вам будет в жизни помогать. Так, мои хорошие, и напоследок я хочу взять для вас совет. Совет, предупреждение, подсказку. Вот что выйдет, то выйдет. Давайте посмотрим, что для вас оракулы передадут. Так, карта желаний, карта победы, хороших новостей. Ох ты, а вы ведь ждете кого-то, да? Ждете. Давайте посмотрим, кого вы ждете. Господи, одни и те же карты идут. В общем, не показывают, кого вы ждете, к сожалению, даже в конце карты дороги. Кого-то вы ждете. Очень ждете. Ждете вы каких-то очень хороших новостей, очень хороших сообщений, писем, не знаю, может быть, чтобы кто-то проявился. Девочки, тот,
либо то, чего вы ждете, уже не за горами. Тот срок, который вы загадали, вот это событие, оно уложится, потому что вот он айс прилетел, и ребенок на нем сидит, да, что-то прям такое теплое, доброе и прекрасное войдет в вашу жизнь. Большой шанс, большая удача. Тоска развеется, придет помощь. В принципе, если вы ждете конкретного человека, конкретного мужчину, либо вести от конкретного мужчины, вы их 100% получите. И эти новости, они будут просто замечательные, такие добрые, теплые, поднимут вам настроение. Если вы конкретно мужчину ждете в гости, к сожалению, в загаданный срок он может не успеть. Либо, знаете, как тютелька в тютельку. Да, в последний день загаданного срока он появится. Опять же, да, хорошие новости. Если вы ждете каких-то других новостей, сообщений, результатов, то вам кто-то будет в этом помогать. То есть вы получите хорошие новости, что кто-то взялся за ваше дело, либо кто-то выступит на вашей стороне и вам поможет. Мои хорошие, плохого не будет, только хорошее впереди. И еще какое-то новое начинание у вас идет. Новое начинание, новое знакомство и какие-то новые возможности для вас. Не пропустите ничего важного. Всегда реагируйте позитивно, но действуйте с умом. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.